тот день Александр Колесов эвакуировал 50 бойцов и уничтожил несколько солдат противника и единиц техники противника. Однако о своих заслугах командир скромно умалчивает. Я считаю, что вот эта высшая награда Героя Российской Федерации – это награда всех наших бойцов нашего отряда, которые там были. В том числе и тех, кто отдали свои жизни, защищая нашу страну. Защищать нашу страну Александру Гаврилевичу было не впервой. Во время распада Советского Союза он служил в Германии. В бывших союзных республиках тогда разгорелись этнические конфликты. Как и на СВО, на тот момент юный срочник вызвался добровольно. Командир дивизии построил, когда дивизию, сказал: воины России, страна тонет в крови, везде война идет. Поэтому, кто желает встать на защиту Отечества, сделайте 10 шагов вперед. Это касалось тех, кто служили год. Я как раз подпадал. И знаете, вот из дивизии вышла половина дивизии. Вышли вперед. Александра Колесова распределили в Приднестровье. Туда его подразделения направили в качестве миротворческих войск. Вот мы там несли службу между приднестровцами и между молдаванами. Мы стояли буферной зоной, вот стояли на блокпостах. Такая райская земля, знаете, все растет, все есть. Я говорю, что вам не хватает? Жиру беситесь, воюете. Вот. И народ очень такой, вот они тогда и с той стороны, и с этой стороны. Все говорили по-русски, все как братья, да. Но вот что они там поделили, не могли поделить, нам не было понятно. Я служил тогда в городе Бендеры, рядом с нами дубасары были. И вот принимали огонь. В основном с той стороны, ну, с Приднестровья нас не обстреливали. Вот. Несколько боестолкновений было, но дослужился до дембеля, и в 1993 году он как бы вернулся на родину.